Сегодня 34 градуса, адская жара. На речке Умяк я обнаружил греческие колонны. Речка Умяк. Я уже обмяк в какой-то жаре. Деревня Гимыш. Первый населенный пункт, попавшийся мне в пути в Кизнер из Грахова. К концу вечера уже сегодня прошел свыше 33 километров. Жара была невыносимая. В Грахово показывал термометр 34 градуса. Все, друзья мои, я дошел до Кизнера, это 8-й пункт, и это значит, что треть моего путешествия уже позади. Хочу признаться вам, что это был один из самых сложных переходов, хоть и он был двухдневный, но один всего лишь населенный пункт попался, в котором я заночевал, а так не было ни одной деревни именно на трассе, поэтому я очень экономил воду, и была адская жара. Вчера было 34 градуса, сегодня чуть потеплее, чуть попрохладнее, но все равно очень тяжело. Но все-таки я это сделал, и завтра ко мне приедет моя книжка. Сегодня я с ребятами с молодежного центра Кизнера участвую в акции волонтерской по профилактике дорожного движения. Сейчас мы встретимся с сотрудником, как эта служба называется? Инспектором по профилактике ГИБДД. И будем раздавать, в общем, жителям Кизнера, участникам дорожного движения, листовки. Все круто. Мне Кизнер вообще нравится уже. Я, может, останусь здесь подольше. Наш район считается самым молодым в нашей республике. Так, ну вот, 24 января 1939 года. Значит, какие у нас достопримечательности? Ну, во-первых, это больница наша, называется республиканская больница медицинской реабилитации. Где, значит, пациентов лечат минеральными водами лечебными, да, и лечебными ядами. Значит, откуда у нас появилась эта больница? В 1953 году искали нефть, но вместо нефти пошла, значит, вода. Оказалось, что она минеральная, лечебная. И вот на этом месте в настоящее время находится две больницы наши. И в 500 метрах, значит, от поселка Кизнер вот находится этот родник, Безек, который считает, что именно воды этого родника питают наши лечебные ядра. Тогда же есть такой уникальный гидрологический памятник «Живой ключ». Не слышали о нем? Не слышали еще, но очень хотим. Да, значит, ну, может быть, возможно, да, вас водит Ольга Михайловна. Сегодня, там да. лесная дорога, это находится в лесу, в такой ложбинке, но вот дорога вот в сухую погоду там есть. Ну, лесная дорога. Значит, само название говорит о себе. Когда, значит, никого рядом нет, да, куда тихонечко забивается под песка, там песок забивает. Но если рядом находится человек, начинает разговаривать, прихлопнет, вот этот родник начинает как бы реагировать, да? Макет нашей станции Кизнер, именно с этой станции Кизнер начинается история нашего поселка. В 1914 году, значит, началось строительство вот на этом участке, а вообще с трассы, значит, от Казани до Екатеринбурга. Ну, это у нас атрибуты, ну, предметы, да, форма такая нашей воинской части в настоящее время никуда не видно. Так, макет вот они нам принесли. Дело в том, что у нас воинская часть образовалась в 1942 году, во время войны, да, первоначально она была сформирована на этой станции Татарин, так как там лесов мало, да, значит, в 1942 году перебазировали на станцию Кизнер. Во время войны здесь собирали снаряды для «Катюши», да, которые были новым оружием. Ну, конечно, собирали другое оружие. Ребята летом купались, и вот дорога вытащили такой череп бизона. Бизоны были уже туда? Носороги были, мамонты были. Бизона еще не было. Бизоны.
Так, вот носорог тоже. Коллекция насекомых, бабочек, черепа животных с наших лесов. В последнее время у нас много стало людей. Нифига себе, такие толстые. Так, это как семейное святилище Куала по-русски называется, да, это на самом деле было Куалой. Тоже, значит, перевезли из одной из деревень. Ну, конечно, мы размер уменьшили. Хозяин дома молился здесь, да, значит, своим языческим богам. Так, и вот этот пол был земляной, потолка не было, потому что в теплое время года это помещение также служило летней кухней. И вот видите, крыша сделана так, чтобы было холодно. Так, это вот удмуртское платье, это вот марийское, но они у нас жили же рядышком, да? И поэтому Они же тоже финно-угры. очень, да, очень похоже очень. Так, а вот это недавно нам принесли. Вот это марийское, это тоже марийское, но это, наверное, северный, да, потому что у них первого весна, это вот самотканные, это все ручные. Колхоз хороший, Да? почетний яка. Сегодня мы проснулись с Маришкой на реке Люге. Ночевали. Вот пруда. Маришка чистит зубы. А я вот зубы не чищу. Смотрите, какой тут у нас мощный песочек. И вот такой пруд. А с утра проходили коровы.